Установка стационарных пчелосемей Магомед Гугиев рассказал главе региона о планах по развитию пчеловодства в республике. Очистить свою землю по сбору батареек и таких лампочек, таких отходов, тяжелых. Посадка деревьев, сортировка мусора, очистка водоемов, необходимо улучшение экологического фонда. Депутат Юшай Газгалеев встретился с активистами. Представьте, что вы идете по джунглям, и на вашем пути вы видите цветок необыкновенного аромата. Обмен опытом. В Ингушетии впервые проходит межрегиональная конференция директоров общеобразовательных организаций. Дискуссионную площадку посетил наш корреспондент. Если бы не было мам, не было бы нас, они наша опора и поддержка в этой жизни. Мы продлеваем праздник. Сегодня ингушские мамы принимали поздравления и подарки в честь Дня матери. У меня подготовка была очень серьезная, очень хорошо готовились и поехали, и получилось выиграть по воле Всевышнего. Из трехкратного чемпиона России в двухкратного чемпиона мира Рустам Талдиев рассказал, как он добивался победы на чемпионате мира по боевому самбо. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Ингушетия в целом выполнила показатели дорожной карты по платежам за энергоресурсы. Об этом говорили в ходе заседания межведомственной рабочей группы под председательством главы республики Юнусбека Евкурова и замминистра России по делам Северного Кавказа Владимира Кузнецова. При этом платежная дисциплина именно физических лиц вызывает вопросы. На совещании были детально обсуждены проблемы разбаланса платежной дисциплины жителей республики, взаимодействия и ресурсоснабжающих организаций и службы судебных приставов. По словам Юнусбека Евкурова, к концу года будут подведены итоги работы. По его результатам главы 3 населенных пунктов с лучшими показателями получат хорошие подарки. За худшие показатели чиновники могут лишиться своих должностей. Также руководитель субъекта подчеркнул, что Ингушетии нужно перенять опыт соседних республик, у которых стопроцентные показатели по собираемости налогов с населения. Есть плюсы в бюджете республики, есть местные бюджеты, стопроцентная оплата, есть хорошие сдвиги по активам, по консолидации, есть хорошие наработки у силового блока, но, к сожалению, самая большая проблема, которая есть, это вот, конечно, те долги, которые по населению за газ и за электроэнергию. Почему у некоторых руководителей плюс 1 или 2%, товарищ председатель правительства, разберитесь. Мне отдельный план буквально на 10-11 месяцев, какие показатели должны быть. Все силы бросить на то, чтобы выровнять ситуацию, улучшить ситуацию, в том числе не только по бюджетным организациям, по местному бюджету, по ЖКХ, но и по населению. Все энергоснабжающие организации должны каждый день свою работу выкладывать на своих соцсетях. И мы должны видеть, чем вы там занимаетесь. Деятельность тех структур, которые должны жестко реагировать на незаконные действия тех или иных граждан. Потому что по судебным приставам в процентном соотношении мне вот доклады, что вы там собрали там 10, 15, 20%, не интересует. У нас должна была быть, еще раз сейчас посмотрите, как я поставил задачу. Уточните, когда мне должны были доложить по дорожной карте, я сказал уточнить ее по разбалансу, по потерям. И такую же дорожную карту судебный пристав буквально завтра или послезавтра, 29-го, мне представите по сборам. Вот дорожной карте четко указать, сколько вы должны собирать. И попробуйте мне это не собирать. А вы уже там посмотрите с учетом роста. Если там с первого квартала там, следующего года пойдет рост по сборам, тогда можно там эту дорожную карту включить и по этой дорожной карте работать. Отслеживать незаконное подключение для участковых в том числе. И второе, повторное подключение. Там, где есть рецидивы реально, здесь я тоже просил бы максимально подключиться и, если не ежемесячно, то хотя бы ежеквартально давайте сделать разбор. Какую работу в этом плане проводит.
И третий вопрос. Когда это по отдельно программу надо сделать, план сделать, вот сегодня протокол включите, третий вопрос. Это был по квартирным домам. Когда, где-то процентов у нас, сейчас мы зайдем микрорайон целый, это целый город в городе, почти 1000 квартир. Это очень сильно влияет на дисциплину, платежную дисциплину граждан. Ну и крайний вопрос. У нас хороший есть опыт в регионах. Председатель правительства составит план выезда, изучения опыта. Как образец возьмите Карачаево-Черкесию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию. Каждый там регион направит по группе людей вместе с энергоснабжающими организациями, вместе с главами муниципальных образований, сельских поселений, особенно тех, где хуже всех. Глава Ингушетии встретился с вице-премьером Магомедом Гогиевым. Руководитель субъекта поручил представить 5-летний план по освоению земель оползневой зоны пчеловодами. В ходе беседы также обсуждали состояние и перспективы развития пчеловодства в регионе. Магомед Гогиев доложил о готовящемся совместно с руководством региональной общественной организации «Пчеловоды Ингушетии» совещании по результатам исполнения поручений по дальнейшему развитию пчеловодства в регионе. В числе вопросов, требующих рассмотрения, выделение земельных участков под пчеловодство для установки стационарных пчелосемей. Вопрос, по словам вице-премьера, уже проработан с главами муниципальных образований. Сформулировано предложение, одно из положений которого – освоение заградительных лесополос между земельными участками. Глава региона отметил целесообразность идеи, но обратил внимание, что при этом нельзя вырубать деревья, которые уже растут в указанных зонах. Об экологической обстановке в регионе говорилось на встрече депутата Госдумы Иша Газгиреева с экологическими активистами и представителями молодежного парламента. В частности, речь шла об улучшении экологического фонда, высадке деревьев, сортировке мусора. Особое беспокойство участников встречи вызывает река Назранка, которая загрязняет сточными водами. Подробности у Лейлы Гайсановой. Это своего рода встреча знакомства. В адрес депутата Госдумы поступает немало жалоб, касающихся экологического направления. Июша Газгиреева интересует, какой объем работы проводится активистами и комитетом экологии для улучшения экологического состояния региона. Мы обсуждали эти экологические проекты, которые они ведут. И у меня тогда идея возникла здесь в рамках региональной недели собраться, более детально, более обширно обсудить то, что они сегодня делают, какие у них есть там проблемы, какие у них есть проекты. Так, активисты сделали акцент на проекты, которые получили широкую популярность. К примеру, сады поколений объединили сотни человек, которые приняли самое активное участие в высадке саженцев. Всего в рамках проекта «Посади дерево» высажено свыше 25 тысяч деревьев. Дальше акцент в основном будут делать на новые школы, чтобы учащиеся росли вместе с этими саженцами и ухаживали за ними. Охватили и пригородный район. У общественной организации также есть готовая смета на программу безопасности школьников. Детям, которые обучаются во второй смене, планируется раздать светоотражающие ленточки, которые помогут водителям их заметить в темное время суток. Кроме того, в планах у активистов более масштабные проекты. Проект планируется продолжать сады поколений, родники Ингушетии, экологический проект также очистить свою землю по сбору батареек и таких лампочек, таких отходов, тяжелых. Представители Дзурдзуки отмечают, что бюджет, к примеру, Сунжинского района позволяет поставить маленькие урны по сбору батареек в каждой школе. Сейчас стоит вопрос об их реализации. В регионе нет спецобъектов, где можно было бы утилизировать их. Ближайшее предприятие, где правильно перерабатывают такое сырье, находится в Прохладном, поэтому необходима официальная договоренность с другими субъектами. Будет проводиться конкурс, будет отобран региональный оператор. Это та организация, которая будет отвечать за утилизацию отходов, всех коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения. И батарейки, и лампы, все, что образуется в результате жизнедеятельности населения. Не осталось без внимания состояние водных ресурсов Ингушетии. Особый акцент сделали на Назранке, которая загрязняется сточными водами. Комэкология в этом году провел комплексную работу по пресечению загрязнения водных объектов. В большинстве случаев незаконные подведенные канализационные трубы демонтировали специальной техникой. Комитет экологии провел ряд мероприятий. Самое масштабное из них – «Вода России», благодаря которой очищены берега 20 рек Ингушетии. На сегодняшний день мы стали победителем этой акции. Это уже второй раз побеждаем.
Плюс всероссийские экологические субботники, которые были проведены, тоже лидирующие позиции заняла Республика Ингушетия. И самое важное, наверное, признание это то, что было сказано министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где он обозначил, что Ингушетия оказывает наименьший вред окружающей среде из всех субъектов Российской Федерации. Комитету также удалось создать первую особо охраняемую природную территорию регионального значения. Хур-Хаст – памятное природное место недалеко от селения Гули в Джейрасском районе. Как показала экспертиза, вода в этом роднике действительно целебная и содержит ионы серебра. Впрочем, местные жители издревле относятся к этому источнику с особым трепетом. Теперь они могут не беспокоиться о его сохранности. Если все пройдет как надо, сегодня будет согласовано в Минприроды решение правительства о присуждении этого статуса, и уже после согласования будет подписано соответствующее решение уже правительством Республики Ингушетия. Планы у общественников и у самого комитета далеко идущие. Проекты активистов Юшак Газгидеев поддержал, но отметил, что акцент нужно делать на проблемные участки. Нам надо немедленно догонять, восстанавливать и дальше сохранять нашу уникальную природу. В том числе и водоемы, которые у нас очень не хватает их нам. То же самое касается и речек, тоже касается и старых наших колодцев, которые мы забросили, и родников, которые нам надо поддерживать, сохранять. Депутат Госдумы поблагодарил общественников за проделанную работу и попросил не останавливаться на достигнутом. Отметил, что власти республики и он лично будут содействовать в реализации общественно значимых проектов. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии впервые проходит межрегиональная конференция по обмену лучшими практиками управления образовательными организациями. Для участия в ней в республику прибыла делегация директоров образовательных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев Татарстана и регионов СКФО. На дискуссионных площадках затрагиваются различные темы. Какие именно, знает Светлана Томова. Хлебом, солью и танцами в образовательном центре Магаса встречают участников международной конференции. Уже с порога здесь чувствуют ингушское гостеприимство. Участников конференции приглашают на экскурсию самим оценить условия, созданные здесь для детей. Для гостей представлена выставка редких профессий – биоинформатика, веб-садовник и многие другие. Это именно тот профиль, которому учащихся обучают в образовательном центре. Дети своими познаниями приятно удивляют гостей. Представьте, что вы идете по джунглям, и на вашем пути вы видите цветок необыкновенного аромата. Что бы вы сделали? Срубили бы все деревья и построили завод? Или издевались над цветком, стараясь заполучить его аромат? А далее участников ждут на дискуссионной площадке управления качеством образования. Тема, объединившая педагогов из разных уголков страны. Здесь отмечают, что необходимо способствовать полноценному развитию школьников. Это главная задача, которая, несомненно, должна решаться во всех школах. И эта конференция как нельзя лучше подходит для обмена опытом. Конечно, сегодняшний ребенок, который хочет постичь все, углубить свои знания, расширить свой кругозор. По этому принципу должно совершенствоваться управление образования, как и руководителя, и, конечно же, принять самые действенные меры над управлением качества образования. Участники ждут от конференции обмена лучшими практиками, отметить для себя и взять на вооружение все плюсы образовательного процесса в других регионах. Ведь педагоги в каком-то роде и сами должны учиться каждый день чему-то новому. Сегодня мы увидели потрясающий центр, мы увидели, как работает дополнительное образование. И каждый, думаю, из нас подчеркнет что-то новое для себя и привнесет в свои образовательные учреждения. В свою очередь мы постараемся поделиться тем, что получается у нас хорошо. Профессиональный личностный рост учителя, на мой взгляд, является основой повышения качества образования в каждой школе. И мы постараемся передать свой опыт, если он будет кому-то интересен. Люди всегда задаются вопросом, что нам не хватает для того, чтобы качество было выше. Вы знаете, ценность этих конференций в том заключается, что каждая школа, каждое учреждение, которое здесь представлено, имеет очень уникальный самобытный опыт. И познакомиться с ним можно только в стенах школы, только общаясь с практиками.
Роль администрации образовательной организации в управлении качеством образования. Такую тему в своем докладе поднимает директор Центра образования, который отмечает, что в новом центре на 1500 мест условия самые современные. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики. Детей делят на группы, развивают талант и сильные стороны каждого. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием, не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. Также мы отметили в своем докладе про наш проект «Школа в школе». В этом проекте, как я уже ранее говорила, 6 направлений. Это экологическое направление, физкультурно-спортивная школа, школа-мастер, ну и так далее. Особую гордость составляет школа-мастер. То есть в этой школе нами предусмотрено сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями. И наши ожидаемые результаты от этой школы – это наш выпускник, выходя из школы, будет иметь не только аттестат о среднем общем образовании, но и диплом об освоении рабочей профессии. Начальник управления Рособороннадзора Евгений Семченко отмечает, переоценить всю пользу и значимость таких встреч невозможно. Коллеги из 15 разных регионов в ближайшие несколько дней будут делиться своим опытом работы со школьниками. Мы постарались ее организовать таким образом, чтобы был определенный прицел в будущее и нацеленность именно на решение не только текущих, но и будущих проблем. Одна из тем – это аттестация педагогов. Другая тема – управление качеством образования. Роль директора в развитии не только школы, а вообще образовательной системы региона. И ряд других тем, безусловно, очень актуальных, важных и перспективных. Для Ингушетии большая честь принимать в этом году у себя участников конференции, ведь она впервые проходит на территории СКФО, отметил и министр образования региона. Хотим обсудить вопросы, каким образом повысить внутришкольный контроль качества образования. Внутришкольный контроль качества образования и в первую очередь качество преподавания. То есть директора лучших школ Москвы, Московской области, Петербурга, Петербургской области, многих субъектов Российской Федерации нам расскажут о своем опыте, мы поделимся своими наработками. Я думаю, это все, что будет говориться, все, что мы сегодня услышим от наших гостей, эти предстоящие 3 дня, нам будет весьма и весьма полезно, и мы это в дальнейшем будем применять в работе нашего министерства и системы образования в целом. Конференция продлится 3 дня, в рамках которой для участников подготовлена насыщенная программа, в том числе экскурсия по республике, концерт с участием творческих коллективов и многое другое. Светлана Томова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня день морской пехоты России. В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована еще в 1698 году. В распоряжении современной морской пехоты автоматические стрелковое оружие, танки, артиллерия, противотанковые и зенитные установки, бронетранспортеры. Значительное внимание уделяется плавающей технике и машинам высокой проходимости. Девиз морских пехотинцев «Там, где мы, там победа». Это подразделение считается одной из лучших боевых единиц в российской армии. И в этот профессиональный праздник в частях морской пехоты по традиции прошли торжественные и праздничные мероприятия. Сегодня поздравления с днем рождения принимает видный государственный деятель Сергей Беков. Ему 78. На госслужбе он с 80-х годов. Сергей Мажитович занимал должность председателя Совета министров Чечено-Ингушской ССР. Работал в таможенном комитете, был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Входил в комитет Совета Федерации по бюджету. Достоин звания почетный таможенник Российской Федерации и имеет множество государственных наград. Сегодня он живет и работает в Москве. Глава региона поздравил именинника на своей странице в Инстаграме. Нузбек Евкуров отметил, что Сергей Беков – человек, который прошел богатый жизненный путь, насыщенный яркими и интересными событиями и внесший непосильный вклад в становление и развитие ингушской государственности.
Крыши домов, деревья, дороги – все запорошило белым чудом, которого многие ждали. Зима календарная еще не наступила, но снег шел сегодня в разных уголках республики. Пока на улицах нет гололеда, но водителям, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, самое время об этом задуматься, и не стоит забывать о правилах безопасности на дорогах. Заметных перемен в погоде в ближайшие дни не стоит ожидать, прогнозируют синоптики. Ночью обещают небольшой снегопад, а в некоторых районах слабый туман и легкие заморозки. Чтоб много снега было. Вот такие заснеги. Превышение скорости, переход дороги в неположенном месте – эти и ряд других нарушений являются причиной повышенной аварийности на ингушских дорогах. Растет и число погибших в ДТП. Это несмотря на активную пропаганду соблюдения правил дорожного движения. Если сравнить с прошлым годом, то в 2017 число аварий возросло на 26%. Репортаж Даны Плиевой. «191 дорожно-транспортное происшествие, 70 погибших, и это только с начала года». Сотрудники ГИБДД отмечают, большинство аварий происходит в ночное время суток. Штрафстоянка в Магасе скорее напоминает свалку вдребезги разбитых машин. Даже верится с трудом, что кто-то после такого мог остаться в живых. Чаще всего ЧП на дорогах – результат элементарной халатности, когда все внимание водителя должно быть сосредоточено на дороге. Зачастую достаточно нескольких секунд, чтобы случилось непоправимое. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является это выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости. Вот вам пример. Да, водитель выехал на полосу встречного движения, превысил установленной скорости и получил телесные повреждения с летальным исходом. Кому-то, может, и посчастливилось выжить, но в результате аварии только с начала года 307 человек остались инвалидами на всю оставшуюся жизнь. В ИРКБ практически каждый день в приемное отделение поступают жертвы ДТП. Самый последний серьезный случай, произошедший недавно, закончился летальным исходом. У пациента была травма черепа, перелом ребра, конечности и внутреннее кровоизлияние. Травмы, несовместимые с жизнью. Врачи сделали все возможное, но проиграли в неравной схватке со смертью. Еще один пациент, который попал сюда после очередной аварии, можно сказать, легко отделался. Пациент Султыги, 89-го года рождения, 27 лет, поступил после дорожно-транспортного происшествия с повреждением, в общем, грудного отдела позвоночника, с переломом компрессионно-оскольчатым, взрывным, нестабильным переломом второго поясничного позвонка с давлением корешков спинного мозга. В общем, пациент госпитализирован, в экстренном порядке готовится к оперативному лечению, коррекции, в общем, позвоночника, восстановления опорности и активизации. Муса Мельшков не устает удивляться статистике ДТП. Сам он попал в больницу по другой причине – упал с крыши. Муса – водитель с 27-летним стажем. За все время вождения ни разу не попал в аварию. Конечно, нельзя сказать, что никогда не нарушал. Бывало, из-за невнимательности проскочит на красный или превысит скорость. Из-за своей ошибки платишь штрафами. Но, видя всю картину на дорогах региона, всерьез решил поменять взгляды на жизнь. Я тут 4-ю неделю лежу. Почти каждый день, каждый вечер, каждую ночь поступают пострадавшие. Некоторые со смертельным исходом, потому что молодежь, как говорится, гоняют машины, нарушают правила дорожного движения. Согласно статистике, больше всего ДТП, как ни странно, происходит именно в летний период. Летом люди часто ездят на пикники и отдых, а зимой, зная, что гололед, стараются быть осторожными. Редко, но бывает, что для медиков наступают и спокойные дни. В зависимости от поступления больных, которые поступают из-под ДТП, в последнее время мы отмечаем все-таки статистику на снижение количества поступающих людей. Мы все знаем, да, ГИБДД работает, там устанавливается видеонаблюдение, видеорегистрация, стоят посты, вот, и, скажем, штрафы стали более, скажем так, вот, большими, чем они были раньше. Это людей стимулирует к тому, чтобы не нарушать правила дорожного движения. По сравнению с прошлым годом число ДТП возросло на 26%. И это не могло остаться незамеченным ни обществом, ни властью. На днях проблема обсуждалась главой республики на встрече с Советом Тейпов и религиозными деятелями.
Руководитель региона подчеркнул, что нужна системная работа, потому в образовательных учреждениях проводят беседы с подрастающим поколением. Также в республике запущена программа «Безопасный город». В течение года в разных городах и районах региона установят 57 видео и фотофиксаторов. В Магасе, к примеру, уже установили 39 камер и 1 терминал видеонаблюдения. До 2022 года собираются установить около 500 камер и 10 терминалов. Но ни камеры видеонаблюдения, ни беседы не имеют такого эффекта, как наставления старших. حشوي просто чеквал хаш больница бар мухошта ходухан газа кук атабилlah цофу адлу хандио 60 км хадем болду квала 60 км так сакал косло сачкуддаха авария шамкули водокуддаха тирабян водокуддаха дадялаш. Дана Плиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Ингушетии нет детских домов. Об этом спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко написала в своей колонке российской газеты за сегодняшний номер. В частности, председатель Совета Федерации отметила, что благодаря настойчивой последовательной работе государства и вниманию общества к проблеме удалось добиться перелома в положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Значительная часть таких детей воспитывается в семьях. По ее словам, в каждом регионе наработан положительный опыт решения проблем семьи и детства, и этот показатель достигает 98%. А в Ингушетии организация детей-сирот отсутствует полностью. И Совет Федерации, как Палата регионов, готов поддержать все инициативы, способствующие тому, чтобы у каждого ребенка было благополучное, счастливое детство. Некоторым так понравилось поздравлять мам, что они решили продлить праздник. День матери завершился, а женщины все еще осыпают поздравлениями и подарками. Представители мэрии Карабулак и молодежного совета посетили несколько семей с цветами и конфетами. Слово Марии Мистоевой. День матери прошел, но сотрудники администрации Карабулака и члены молодежного совета решили не ограничиваться одним праздничным днем. Сегодня на всех оживленных улицах города они раздают представительницам прекрасного пола цветы, открытки и шоколад. А где можно встретить больше всего мам? Конечно же, в поликлинике, куда они приходят, заботясь о своих детях. Поначалу, когда группа молодых людей подбегает с цветами, женщины смущаются и серьезно сводят брови. Но узнав повод, их лица расплываются в улыбке. За повседневными заботами и переживаниями эти настоящие героини и сами забывают о ценности своего труда в роли мамы. Самая старшая в 9-м, маленькая в 4 классе. Ну, смотря как. Например, мне не сложно, я справляюсь. Мы стараемся. Ну, конечно, вам большое спасибо. Я солдался, и хочу, пользуясь моментом, поздравить всех мам, желаю счастья, здоровья, чтобы их дети их радовали всегда. Мамой быть сложно, но опять-таки приятно, когда ты доставляешь какое-то удовольствие своим детям, внукам и, в общем-то, всем детям. Молодая, взрослая, с внуками, с первенцем. Женщина, ставшая мамой, навсегда меняется. Всех их объединяет бескорыстная любовь к своим детям и желание отдавать, не думая о том, что можно получить взамен. Днем матери вас. Ой, а вчера был, да, праздник? Ну да, был. Да, Беркати был. Мы с ней на ночь отду аборту, а лосуса. Но мамы бывают не только врачами и педагогами. В желании дать лучшее будущее своим детям они работают в магазинах, выходят подметать улицы или трудятся в поле. И важно хотя бы раз в год делать им комплименты и говорить простое спасибо. Идея молодежного совета была с энтузиазмом поддержана и администрацией города. Благодаря поддержке мэрии и стало возможным проведение этой теплой акции. Акция, которая порадовала бы не только самих мам, но и нас, потому что, видя их радостные лица, мы сами радуемся и поднимается настроение. Это такая мелочь, но этим мы показали, что мы все замечаем и мы все видим. И на самом деле, если бы не было мам, не было бы нас, они наша опора и поддержка в этой жизни. И если, несмотря на ненастную погоду, сегодня вы встретили улыбающуюся женщину, забывшую о ежедневном
ежедневных заботах и быте, то знайте, ей сказали спасибо и порадовали сладким подарком. Зачастую и эта небольшая приятность для наших мам важнее миллиона роз и дорогих подарков. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Работники администрации Малгобекского района поздравляли многодетных матерей. Представители муниципальной власти посетили около 10 семей. Слово Зелимхану Калоеву. Жаужат Узиева воспитала 4 сыновей, а сегодня она счастливая бабушка 12 внуков. Особая гордость семьи – это дети сына, которые 13 лет прожили в Арабских Эмиратах и посвятили все эти годы глубокому изучению Корана. Один из них с 2014 года является имамом мечети сельского поселения Псидах. Визит сотрудников и главы администрации Малгобекского района для Жаужат стал приятной неожиданностью. Далее представители администрации отправились в Сагапши поздравить Зину Келигову. У женщины 4 детей и 24 внука, в числе которых есть и сирота. Мать у мальчика умерла 6 лет назад. И бабушка всеми силами старается окутать ребенка материнской любовью. Ева Илиева одна воспитывает 6 детей. Их отец погиб при исполнении служебного долга. Сегодня в этой дружной семье живут любовь и спокойствие. Мама смогла поддержать детей после трагедии. А недавно Ева Илиева стала бабушкой. У нее родился первый внук. Из-за домашних хлопот Марит Илиева забыла поздравить маму, но дочь во всем помогает ей, а это лучшее ее поздравление. Мама, поздравляю с Днем Матери. Мадден Зейтова тоже одна воспитывает 6 детей, 2 из которых инвалиды. Мадден, впрочем, как и все мамы, визиту с подарками очень обрадовалась. У детей тоже праздничное настроение. Люблю тут строгий стройный вид, невыдержанное течение, береговой ее гранит. Мам, поздравляем с Днем Матери. Поздравляю маму, всех мам республики с Днем Матери. Списки мам были составлены не случайно. Прежде всего, при отборе учитывали многодетных мам, которые одни воспитывают детей в трудных материальных условиях. Такие мероприятия организуются для того, чтобы просто сделать этим людям хотя бы немного внимания, сделать немного приятно им, чтобы они чувствовали себя незабытыми, востребованными. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех матерей, всех будущих матерей с этим хорошим, добрым праздником, пожелать им успеха, счастья, здоровья и счастливой жизни. Такие мероприятия работниками районной администрации по поручению главы Ингушетии проводятся каждый год. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Стихи и песни звучали в адрес мам, проживающих в Джаразском районе. Там прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Дню Матери. Главными героями праздника стали женщины, достойно воспитавшие своих детей. За это им вручили грамоты и медали. Каждая женщина, сумевшая родить и воспитать хоть одного ребенка, это уже героиня с первых минут жизни. Они щедро и бескорыстно отдают своим детям всю любовь и заботу. И несмотря на все тяготы и невзгоды жизни, стараются дать им только самое лучшее. Одна из них – Рахмат Евкурова. Мама 5 детей, бабушка 8 внуков, мать-героиня. Сегодня она, и как все, виновница торжества, принимает поздравления. Первое ощущение, когда рождается первый ребенок, это, конечно, просто не передать. И если бы любой ребенок эти вещи понимал бы, но он поймет, когда сам станет отцом, там, матерью и так далее. Это непередаваемое ощущение, данное просто Аллахом, чисто для матери. Я считаю, чтобы каждая женщина, желаю, чтобы каждая женщина стала мамой хорошего, умного, послушного ребенка. 9-летний Абдулрахим свою маму называет не иначе, как ангел-хранитель. Когда подрастет, он хочет построить своей маме большой дом. Ну а пока еще учится, старается радовать ее хорошими оценками и примерным поведением. Я очень люблю свою маму и готов отдать за нее жизнь. Мама для меня значит очень многое.
Душевными стихами и песнями маленькие артисты стараются передать всю глубину и искренность любви к самому дорогому человеку на свете. И, конечно, не обошлось без подарков. Многодетным матерям вручили медали и грамоты за достойное воспитание детей. Мы хотели бы поздравить, соответственно, свою маму поздравил и, конечно, поздравляю с этим днем всех мам. Хотел бы пожелать им здоровья, счастья, удачи и, конечно, чтобы дети беспрекословно слушались своих родителей, а именно в первую очередь свою маму, и никогда их не огорчали. Праздник вечности, благодаря которому мы по достоинству можем воздать должное материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей, которые, в свою очередь, надеются, что он прошел, оставив после себя только самые теплые воспоминания в душе каждой мамы. Жаридат Халуфоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. ВИЧ и СПИД – этот вирус продолжает угрожать человечеству. По статистике, число зараженных во всем мире растет. Россия в этом рейтинге занимает одно из лидирующих мест. О том, как уберечь себя от этой болезни, говорится часто. На этот раз эту тему обсуждали в одном из вузов республики. Встреча студентов состоялась в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД». Материал Жаридат Халухаевой. Этот вирус знает о тебе все, а что ты знаешь о нем? ВИЧ-инфекции и его последствия. Для Эльяза Гагиева разговоры на эту тему непривычны. Сталкиваться с проблемой смертельного заболевания ему не приходилось. Да и слышать приходится разве что на таких профилактических беседах. Но сегодня он узнал для себя много нового. И на его взгляд, только в такой форме можно найти пробелы в знаниях и развеять все мифы. Я думаю, что для нашего народа и для нашей молодежи это совсем не нужно. Бояться не нужно, нужно знать. ВИЧ может таиться в организме человека многие годы. При этом больной не будет подозревать об этом, пока вирус постепенно разрушает его иммунную систему. Конечно, современные медикаменты смогут серьезно затормозить этот процесс. Но для их применения надо точно знать свой диагноз. Для этого необходимо пройти ряд обследований. Все остальные меры мы испробовали на протяжении всех тех лет, которые работают, вообще существует Центр антиспид. Вы можете вот на нашем слайде увидеть, какие мероприятия. К сожалению, они не позволили нам искоренить ВИЧ в принципе, потому что это невозможно. Люди не хотят что-то знать о проблеме, пока сами с ней не сталкиваются. А когда, к сожалению, они столкнутся с ВИЧом, это бывает уже поздно. Поэтому все-таки лучше предупредить. Подобные лекции в колледже проводятся далеко не впервые. Руководство призывает молодых людей огородить себя от различного рода пагубных интересов и привычек, заменив их стремлениями учебе и занятиями спортом. Наше правительство и, конечно, федеральный центр и молодежный комитет делают очень большое, оказывают, внимание нашей молодежи. Строится, мы знаем, очень много дворцов спорта, ФОКов по всей республике. Но это, конечно, все во благо нашей цветущей молодежи, чтобы молодежь у нас сегодня вела здоровый образ жизни. Профилактическая беседа проходит в рамках акции «Стоп ВИЧ-СПИД», которая стартует по всей России 1 декабря. Коммолодежи совместно с представителями Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом напоминают подрастающему поколению об основных правилах, что такое ВИЧ, как он передается и как нужно себя вести, чтобы никогда не столкнуться с этой проблемой. Для молодежи такие мероприятия – хороший повод серьезно задуматься о приоритетах жизни. Некоторые люди, к большому сожалению, целенаправленно уничтожают себя в то время, когда они могут создавать семьи, когда они могут работать, продвигаться вперед, приумножать свое достояние и, соответственно, делать так, чтобы наша республика становилась с каждым днем все лучше и краше так в целом. Сегодня на учете российских медиков состоит свыше 1 миллиона носителей ВИЧ. В Ингушетии эта цифра гораздо меньше, но и население не так велико. А это значит, что здоровье каждого – это достояние республики, и задуматься над этим нужно уже сейчас. Жаридат Халухаева, Рахман Суров, Новости 24. Трехкратный чемпион России по боевому самбо Рустам Талдиев стал двукратным чемпионом мира. Это звание он удостоился на очередном чемпионате. У спортсмена нет времени долго праздновать победу. Он готовится к следующим соревнованиям. О своих планах он рассказал Микаилу Тангиеву.
Чемпионат мира по боевому самбо. Лучшие спортсмены со всего света. В весовой категории до 62 килограмм выступает и наш земляк Рустам Талдиев. Его соперником в первом поединке стал спортсмен из Таджикистана Сарбон Латифов. Изначально Рустам ведет борьбу первым номером и уверенно чувствует себя на татами. И вот оппонент пытается пройти в ноги Рустаму, но российский боец не так прост и сразу же проводит блестящий прием. Первый балл в его копилку. Соперник предпринимает попытку отыграться, но все тщетно. Рустам занимает выгодную позицию и проводит удушающий прием. Счет 9-0, победа за ингушским бойцом. Победил Рустам Талдиев, Россия. Рустам Талдиев, Russia is the winner. Впереди еще два боя с соперниками из Ирана и Туркменистана, которые также проигрывают попытки превзойти Талдиева. Иранский боец решает провести захват, что стало его роковой ошибкой. Ингушский самбист воспользовался этим шансом и провел блестящий болевой прием на руку. Соперник вынужден сдаться. И вот, наконец, долгожданная финальная схватка. На ковер с Талдиевым выходит спортсмен из Кыргызстана Аразбек Аптандил. Рустам уже встречался с ним в 2015 на чемпионате мира в Марокко. Тогда ингушский боец проиграл, но зато провел колоссальную работу над ошибками. И результат не заставил себя долго ждать. На протяжении всей встречи Рустам уверенно лидировал, не давая сопернику хоть как-то реализовать себя в финале боя. При встрече 7-0 соперник просто отказался от дальнейшего участия. Видимо, понял, что в этот раз прежнего триумфа не добьется. На пьедестал почета поднимается уже двукратный чемпион мира. Секцию боевого самбо чемпиона еще в детстве привел отец. В их семье, кроме самого Рустама, спортом увлекается также два старших брата. Многие интересуются, как в свои 24 самбист пришел к таким внушительным результатам в спорте. В этом виде спорта я очень давно. Еще с 2009 года выступал, сначала начинал с обычных турниров, чемпионат города, первенство России. Три раза становился победителем первенства России, потом уже начал выступать среди мужчин. Не выигрывал чемпионат города, но не удавалось никак стать чемпионом России. Чемпион уже давно живет и тренируется в Санкт-Петербурге под руководством тренера Александра Коршунова. Спортсмен часто приезжает в родную республику и выступает за бойцовский клуб «Эрзи». По его словам, большую роль в этой победе сыграл старший брат, с которым они проводили усердные тренировки. Сначала начал летом у нас дома в «Эрзи», потом поехал на сборы уже к себе в Санкт-Петербург, там готовился. Еще одни сборы прошел со сборной России уже в Москве. То есть у меня подготовка была очень серьезная, очень хорошо готовились и поехали, и получилось выиграть по воле Всевышнего. Самбист не намерен останавливаться на достигнутом. Весной следующего года пройдет очередной чемпионат России с отбором на чемпионат мира. И, конечно же, Рустам не пропустит эти соревнования. Микаил Тангиев, Адам Долгиев, Новости 24. Такой была информационная картина уходящего дня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.